В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. На этой неделе в Якутии состоялось событие исторического значения. В Национальной библиотеке республики открылся региональный центр консервации и реставрации. Наша главная библиотека прошла всероссийский отбор, попав в десятку победителей. Курирует это дело Российская государственная библиотека. Гости у нас в студии Ольга Серова, заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки. Ольга Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, наверное, мы сейчас не до конца понимаем всей важности этого события. Расскажите, пожалуйста, почему именно сегодня назрела необходимость реставрации архивов? Я бы сказала, что не только сегодня. Эта проблема достаточно давно существует. Просто сегодня на это обратили внимание в связи с необходимостью сохранения не только библиотечных фондов, архивных фондов, музейных. Со временем, особенно бумага, она претерпевает изменения, она становится хрупкой. Техногенные катастрофы, военные конфликты. Это все может уничтожить. И для того много фальсификаций идет, да? Для того, чтобы люди понимали, где историческая память сохраняется, необходимо сохранить эти источники. Для этого открываются эти центры на местах. Сегодня так сложилась ситуация, что только федеральные библиотеки имели такую базу реставрационную, где могли делать серьезные реставрационные и консервативные работы. В регионах практически на всю страну примерно 200 человек. Представляете, огромная страна, 200 человек, которые занимаются консервацией и реставрацией, и только 15% – это реставраторы. То есть это фактически работа на нуле. То есть делали какие-то переплетные работы, а серьезные работы, связанные с реставрацией документов, которые требуют особые знания. Там же работают не только, даже не библиотекари, это химики, это биологи, это литературы, кто занимается полиграфией, который понимает, и изучает очень много различных дисциплин, потому что это требует знаний материаловедения, да, это различные исследования по биологии, химии, чтобы понять, из чего состоит бумага, понять природу того повреждения, которое получила эта книга. Поэтому, кроме того, да, молодежь сегодня первую информацию получает из сети, но я думаю, что вам не объяснять, что достоверная информация – это примерно 5%, все остальное или что-то новое внедряется, или какие-то слухи. И в электронную версию, которую делает библиотека, в принципе, не только библиотека, можно внести любое изменение. И понять, когда это внесли, никто не знает. Кроме того, сохранить электронный контент и сколько, ЮНЕСКО об этом говорит, никто тоже не знает, сколько живет электронная копия. Печатное издание живет тысячелетиями, и мы это знаем. И это не только текст сохраняется, это исторический артефакт. То, что говорит об идентичности, о аутентичности народов, населяющих, тех процессов, которые происходили, да, даже в Якутии, да, когда, собственно говоря, грамотность была привнесена русскими купцами, да, обучение грамоте, да, и через православную книгу. И это очень важно, чтобы сохранить корни, и наши дети могли понимать и отделить плевна от зерен. Угу. А что из себя представляет Центр консервации и реставрации? Центр консервации и реставрации – это обычное подразделение библиотеки, да, которое имеет определенный функционал. В Центрах консервации и реставрации это обязательно лаборатория биологическая, химическая, когда вот мы сегодня были на открытии, когда специалист определяет, если видит, что есть бактерии, мертвые бактерии или живые, в зависимости от того, какой результат, проводятся определенные мероприятия. Это переплетные мастерские, естественно, потому что, например, газеты, их лучше обязательно переплетать, потому что большой формат, да, и меньше занимает место, когда они переплетены, или они просто отделены номерами. И с точки зрения сохранности фондов. Это мастерская по переплету, переплетная мастерская. Да, тоже очень важный инструмент, который позволяет сначала книгу расшить, сшить, и потом сделать аутентичный переплет, максимально сохранив то, что было в данном издании, чтобы только то, что нельзя восстановить, да, приходится внести новые материалы, все остальное сохраняется максимально полно. Поэтому, что интересно, еще хотелось бы, наша рекомендация в библиотеке, что в таких центрах было не менее 6 сотрудников, потому что есть направления, которые должны быть поддержаны определенными специалистами. И, конечно, одно из условий, чтобы поддержать и привлечь молодежь, заработная плата не менее средней по региону. Во всяком случае, вот те центры, где открылись, все эти условия, они, конечно, выполняются. И последнее немаловажное – дальнейшая поддержка ведомств, потому что открыть центр – это мало, он дальше должен жить и работать, поэтому должно быть финансирование,
покупка техники современной, каждый год она меняется. Вот мы видели сегодня, мы даже не имеем такой техники, которая была привлечена в вашу библиотеку, в ваш центр. Только можем порадоваться за ваших и наших коллег, которые работают в Национальной библиотеке. Какова функция Российской государственной библиотеки? Ну, во-первых, она, конечно, забойщик, потому что она придумала этот проект, понимая после проведения всероссийского мониторинга, что действительно катастрофическая ситуация с фондами, и это не только касается регионов, и у нас тоже проблема, потому что проблема места, протечек, все здания устаревают. Как всегда, на культуру денег везде дается недостаточно. Мы разрабатываем, естественно, проекты под каждый центр в зависимости от потребностей данного региона. Покупается техника, потому что у нас контакты есть с производителями, как российскими, так и зарубежными. Не всегда пока российские производители предоставили достаточно качественные аналоги того или иного оборудования. Мы проводим обучение, потому что в вузах практически нет хороших программ, мало специалистов, кто занимается реставрацией именно документа на материальном носителе. И обучаем на своей базе как раз специалистов из других библиотек. В принципе, я уже сегодня как раз говорила на открытии, что не только библиотекарь сегодня, но и реставратор – это пожизненное обучение, потому что меняются технологии, меняются материалы, и они должны быть в курсе того, что происходит за пределами библиотеки, и активно это использовать в своей работе. Проект был запущен в 2022 году, и, конечно же, все библиотеки, которые заявили желание, да, они проходили тщательный отбор. Какими критериями они должны были обладать? Ну, во-первых, конечно, мы ориентировались на те данные, которые были выявлены в процессе всероссийского мониторинга. И второе условие – это как раз, что на базе библиотеки будут реставрироваться и другие документы других организаций, архивов, музеев, других библиотек. То есть это некий региональный центр внутри региона, то есть тоже как бы сеть организовывается. То есть достаточно более активно используются совершенно другие. Ну и еще одно условие, что министерство, которое курирует библиотеку, подтверждает, как я говорила перед этим, что они будут и дальше курировать процесс этот и проект, и помогать финансированием. Реставратор книг – это кто? Библиотекарь? Ну, вы немножко уже сказали, да, историк, художник. Это все вместе, да, наверное? Это все да, даже больше, чем то, что мы сейчас говорили. Это действительно кудесник, потому что когда реставрируется книга, он должен изучить, да, в зависимости от периода, на какой бумаге это исследователь, биолог, химик, да, из чего сделано, какие краски использовались, да, что это за издание, то есть он должен в истории создания этого документа, откуда, где оно было. То есть очень некоторые документы проходят реставрацию до 2-3 лет, потому что очень сложная реставрация, собираются реставрационные советы, когда каждый этап как раз определяется, что можно сделать, чтобы максимально полно оставить аутентичность этого документа, привнести только минимальное, то, что мы не можем сохранить. Поэтому это действительно художник в том числе, но если художник свою работу впоследствии видит, как правило, реставратор к этому изданию редко возвращается, потому что ее поставили в фонд, и у него же другая работа, он уже, конечно, работает только с этим. Таких специалистов можно подготовить у нас в России? Конечно, можно. Главное, есть желание. И второе, самая большая проблема – это кадры. Да, хотелось бы получить заказ от институтов, да, на разработку программ, потому что сегодня в институтах, как я уже говорила, мало таких специалистов. Мы готовы помочь, потому что мы давно этим занимаемся, как библиотека. У нас есть и курсы как раз реставраторов, и высшие библиотечные курсы для подготовки каких-то предварительных программ. Конечно, на базе библиотеки мы это делаем и офлайн, и дистанционно, но если будут такие программы созданы с помощью наших рекомендаций на месте, это, конечно, во-первых, экономия времени и средств, да, и поможет развивать как раз эти направления в других организациях, которые есть в регионе и нуждаются в такой работе. Сколько времени занимает реставрация книг и сколько книг в год проходит? Это очень сложный вопрос, потому что издания совершенно разные. Есть, которые можно в течение недели, а есть 2-3 года. Вот, например, Мариинское Евангелие, выполненное на пергаменте, глаголическая письменность XI века, реставрацию проходила более 2 лет, потому что сначала выявляли и проводили кадиллогические исследования, физико-химические, потом определяли краску, как бумага в состоянии и так далее. То есть это и несколько было реставрационных советов, которые определяли все-таки, какое мероприятие сделать для того, чтобы это издание было. Поэтому у каждого своя история и форма бытования
Отсюда и результаты. Но даже если мы делаем 1600 документов ценнейших, редких, которых просто нигде нет, это очень хороший показатель, потому что хотелось бы больше, конечно, но пока на что хватает. И поэтому это все равно замечательно, то, что можно сохранить. Российская государственная библиотека – старейшая и крупнейшая библиотека в России, даже в мире, да, вторая по величине. Что на сегодня изменилось в читателе, в самом институте библиотеки? Что в читателе? Конечно, у нас изменился читатель. Если, например, в начале 2000-х годов это в основном были студенты, мы же до 92 года студентов не записывали, у нас только были специалисты с высшим образованием, которые вели научную работу. В день было, вот я пришла в 1976 году, 7-8 тысяч человек в день. Это было как огромное производство. То есть ты не успевала, значит, ты давал консультации, работал в каталогах с читателем, библиографом. Это было очень сложно. Потом, когда произошел развал Советского Союза, студенты, что тоже было объяснено, потому что комплектование вузовских библиотек сократилось. А студенты учились, им нужна была литература. И появился новый устав, мы стали записывать студентов. Сегодня мы записываем уже с 14 лет. Наконец-то долго мы бились со многими другими, что такой возраст, как раз очень много исследователей, которым интересна такая литература. И, конечно, они большинство ориентированы на новые технологии, но при этом мы даже вынуждены были организовать у себя тихий зал. Среди молодых как раз читателей была просьба тихого зала, чтобы никто не клацкал клавиатурой. Можно было сосредоточиться с документом, да, и что-то формулировать свое, писать какие-то доклады, свои документы. А в целом у нас залы большинство гибридные, то есть там и компьютеры с доступом к электронным ресурсам. У нас очень большое количество как зарубежных, так и наших отечественных. Вот, где ты можешь свои тексты написать и унести на флешку. Современная зона сделана доконтрольная, где у нас проходы сейчас турникеты такие все светящиеся. Можно пройти по телефону, можно иметь только виртуальный билет и виртуальный контрольный листок, на котором идет отметка, что ты получил, взаиморасчет между библиотекой и читателем. Конечно, молодые читатели это сразу замечают, они используют. Даже локеры, где хранятся свои вещи, уже стали с привлечением только читательского билета. Он кладет свои какие-то вещи, которые нельзя принести в библиотеку, и так точно так же выходит. Молодежь в этом смысле как раз это замечает. И даже когда у нас было тестирование, они первые хотели тестировать, как работает система, говорили свои предложения. С одной стороны, он изменился, но это все равно возможно, это как ручка, только в виде компьютера. Да, возможность как-то быстрее это все сделать. А книга, она остается очень спрашиваемой, потому что фонды, ну, наша библиотека – это 48 миллионов, поэтому спрос просто огромный. И не каждая библиотека имеет, в силу разных обстоятельств, наверное, это и не нужно, да, такой фонд. Поэтому с удовольствием работаем. В основном средний возраст читателя 40 лет – это женщина, 56% женщин. Это специалисты с высшим образованием. Это вот лицо сегодняшнего читателя нашего. Спасибо вам большое за очень интересную информацию, интересную беседу. Но я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире. Спасибо.